Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, подписчики, всем вам огромное спасибо за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши хорошие теплые комментарии, за ваши донаты. Каждый раз прошу за вас Всевышнего, чтобы послал вам в 1000 миллион раз больше, чем вы помогаете и даете мне. Всем еще раз огромное спасибо и низкий поклон. Мои милые, давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что ждет вас на будущей неделе? Что вам по судьбе? Как поменяется ваша жизнь в течение 7 дней? Если тема интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек и загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, что мне по судьбе на будущей неделе. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть укажет нам истину и укажет на то, о чем мы так сильно желаем знать, и то, что от нас скрыто. Так, а неделька-то интересная у вас идет. Очень интересная. Смотрите, на этой неделе, ну так тезисно, да, что будет происходить? Во-первых, вижу столкновение, но столкновение не на поле брани, а скорее вы будете сталкиваться с какими-то проблемами, которые будете решать. Причем решать достаточно легко по ходу событий. Значит, очень много придется всего переделать. Здесь и рабочие вопросы, и отношения, и семейные какие-то дела. То есть поработать придется, будь здоров, да? Бог вам помощь, как говорится, но вы совсем справитесь. Я вижу, что вы преодолеваете все. Я вижу, что вы сильный человек. И вижу, что вы не бросаете на полдороги то, что начали. Смотрите, очень важно вам будет закончить какие-то личные вопросы. Вот у кого-то есть личные проблемы, может быть, в отношениях, может быть, желание, скажем так, покончить с одиночеством, либо наоборот, уединиться, отдалиться. Вот с этим нужно будет завершить. То есть принять какое-то четкое решение и дальше уже следовать этому решению. Я вижу здесь семью, в которой есть какая-то, ну, недосказанность, что ли, да, какие-то претензии друг к другу. Причем претензии, скорее всего, у всех ко всем, да. Может быть, это маленькая семья, где всего лишь 2 человека, а может быть, это большая семья, где есть и родители, и дети, и внуки, может быть, даже какие-то братья и сестры. Здесь очень много недосказанного. Здесь нужен стол с, не знаю, с самоваром, с чаем. Посидите, поговорите. Обязательно это нужно будет сделать. Прям я вам рекомендую, настоятельно рекомендую выделить один день и вот поговорить. Потому что неделя такая идет, знаете, у вас сил много, энергии много, и ум у вас такой прям, знаете, особо заостренный в эту неделю будет. Вы будете видеть то, что раньше не видели. Вы будете понимать то, что было между строк. И это умение, либо эта возможность помогут вам урегулировать, либо не допустить каких-то масштабных конфликтов и неприятностей в семье. Семья — это все, это самое важное и главное для нас. Поэтому постарайтесь сохранить мир в своей семье и сделать так, чтобы никто ни на кого не обижался и никаких претензий в принципе, да, к друг другу там не предъявлял. Да. Очень важно. Кстати, по поводу семьи. Здесь момент детей вышел очень ярко. У детей могут быть какие-то, не знаю, кризисы, что ли, либо моменты, связанные с тем, что ребенок будет чудить. Вашему ребенку нужно пространство.
и он будет это пространство отвоевывать. Может быть, методы не самые лучшие будет выбирать, и поведение, может быть, будет не самым достойным, но тем не менее, девчонки, мальчишки, кто смотрит, постарайтесь поставить себя на место вашего ребенка. Ну, у меня такое впечатление, что вы, скорее всего, забыли, когда вы были в этом возрасте, либо что-то стерлось, да, из памяти, почему-то вот не хотите вспоминать, да, как вы протестовали, либо как вы пытались доказать, что вы уже самостоятельная единица. Может быть, слишком рано, я не спорю, но детки, они быстро растут, и наши дети, они всегда и умнее, и лучше, чем мы. Поэтому здесь нужно выслушать своего ребенка без скандалов, без упреков и попытаться найти золотую середину. Конечно же, 100% упускать ситуацию и давать там карт-бланш не стоит, но договориться, вот это то, что вы должны сделать обязательно. Кстати, у кого-то будет ситуация связана не с вашим ребенком, но, например, с ребенком вашего партнера. Либо, если вы работаете педагогом, начальная школа, старшая школа, может быть, вуз, здесь то же самое. Какой-то вот найдется молодой да горячий, кто будет достаточно фривольно себя вести. Опять же таки, да, тактичность и такт. Мы выбираем самый, может быть, сложный путь, но наиболее эффективный. Будьте позговорчивее, будьте более открытым и постарайтесь, знаете как, вот как я вижу, да, я вижу, что какое-то ваше слово, либо какой-то ваш поступок просто шокирует этого ребенка, да, потому что ребенок ожидает, что будет противостояние, что нужно там будет биться, огрызаться, выбивать свое. А вы раз и руки распахнули, говорите, ну иди ко мне, иди, я тебя обниму. Окей, я понимаю, ты взрослый, ты самостоятельный, я все понимаю. У ребенка будет шок. И воспользуйтесь этим моментом для того, чтобы с ребенком подружиться. Вот тогда все будет хорошо, все будет замечательно. Так, отношения. В отношениях ревность присутствует у кого-то. Присутствует такая, что прямо, знаете, глаза кровью наливаются. Не спать, не есть, постоянные мысли, вот ревность. А здесь женщина ревнует очень сильно. Может быть, есть основания, может быть, действительно повод какой-то мужчина дал. Но, девчонки, пожалейте себя, пожалейте свою психику. Я вижу, что вы просто погружаетесь в какую-то жуткую такую массу, да, черную, да, которая вас уже просто, я не знаю, практически поглотила. Вам очень плохо. Ваш мужчина, может быть, даже не догадывается о вашей ревности, либо думает, что это все какая-то шутка, да, либо пикировка между вами, да, то есть он не относится к этому серьезно. Здесь нужно поработать над собой, это первый момент, потому что это все-таки ваше здоровье, а со здоровьем шутить ни в коем случае нельзя. И второй момент, постарайтесь четко понимать, разобраться в ситуации, да, действительно ли есть повод, действительно ли нужно принимать какие-то радикальные шаги либо меры. Может быть, кому-то стоит поговорить с той особой, которой вы ревнуете. Может быть, стоит на чистоту поговорить с вашим партнером. Здесь нельзя просто сидеть и плакать, да, горевать, тосковать и рвать свое сердце на части. Вот ни в коем случае нельзя. У кого-то из девочек, кто в такой острой фазе, может быть даже могут быть даже проблемы со здоровьем в прямом смысле слова. То есть иммунитет ослабляется, да, энергетика человека уходит, иммунитет ослабляется, и человек может запросто подхватить какую-то не очень хорошую, такую достаточно приличную неприятность. Вот так назовем. Не буду там обозначать. Плюс девчонки, которые ревнуют, водят автомобили. Здесь, конечно, вообще нужно быть предельно аккуратно. И вообще лучше такие дни, когда вы особо расстроены, за руль не садитесь. Вот серьезно вас предупреждаю и говорю. Здесь как-то, знаете, может сойтись все в одно. И погода, и природа, и ваше настроение, и там, мало ли, слезу пустите, да, вот как бы все может сойтись и... Не дай бог, конечно, да, вот не буду продолжать, просто вы, я надеюсь, понимаете, о чем я говорю. Так, что касается мужчин. Мужчины крайне спокойны на этой неделе. Мужчина знает, что делает, мужчина знает, куда идти, как идти, понимает и чувствует, да, самое главное, мужчина чувствует. Если вы, мужчина, смотрите мою отсыпку, я говорю для вас. Если вы женщина и ваш мужчина рядом, я говорю о вашем мужчине. Мужчина чувствует, как в воздухе летают возможности, перспективы, да, он готов ухватиться за вот эту возможность, за эту перспективу. Молодец. Вот, девчонки, берите пример со своих мужчин. Мужчины просто молодчинки. Они невероятно спокойные, и так и надо, по-другому никак.
потихонечку делают свои дела, идут в гору, нарабатывают себе новый опыт, открывают для себя двери и возможности. Замечательно. Так, девочки, у кого-то есть паренек, мужчина-паренек, такой поджарый, худенький, худенького телосложения. Значит, парень горячий. Горячий, причем горячий на всю голову. С одной стороны, конечно, классно, потому что он прямой, он без всяких там узоров, да, как видит, так и говорит. Но с другой стороны, ваш парень может попасть в достаточно серьезную переделку из-за вот этой своей прямоты, либо вот этого горячего характера. Мало того, вы также можете вместе с ним попасть, потому что, ну, это ваш парень, да, вы будете переживать, вы будете потом пытаться его выручить. Значит, ну, по возможности, да, по возможности просто говорю, в темное время суток постарайтесь с вашим парнем особо никуда не ходить. Конечно, хочется и погулять, там и кафе, и рестораны, и клубы, но дома ведь тоже можно повеселиться, да, тоже можно устроить себе какой-то романтик, посидеть, может быть, какой-то хороший фильм посмотреть. Берегите этого парня. Ну вот прям такой худенький, темноволосенький, и вот прям характер такой вот боевой, и он всегда говорит вот прям в лоб. Другой бы там обманул, схитрил, а этот нет, за ним такие вещи не водятся. Наоборот, вот его прямота, она, конечно, подкупает, но с другой стороны, люди не любят, когда им в лоб, да, озвучивают претензии, либо вообще называют вещи своими именами. Если вы этот парень, который смотрит меня сейчас, хотя я сомневаюсь, но тем не менее, ну я вас тут прошу, просто высшие силы тоже просят, говорят, не накличь себе проблем на пятую точку. Вот серьезно, да, иногда лучше потерпеть. Я понимаю, что не в характере, да, что нет такого свойства, как терпение, но тем не менее, вот эта неделя, она достаточно, ну, неспокойная, да, неспокойная идет, проблематичная, и спокойный человек, он потихонечку делает свои дела, да, у него все ладится. А вот такие горячие, да, с горячей кровью ребята, они могут попадать в неприятности. Как бы ничего плохого человек не сделал, все озвучил как есть, без всяких там приукрашений, ну, и за это может, скажем так, пострадать. Не дай бог, конечно, да, пусть это, конечно, в песке все останется. Так, работа, рабочие вопросы. Значит, на работе у кого-то явно есть недоброжелатель. Человек, который сидит там в углу и кривится. Это именно в углу человек сидит, какое-то угловое место, то есть как из угла. Как будто бы вот обзор у этого человека, да, он всех видит сразу. Сидит там, кривится на всех, шпильки в каждого там пытается глазами прям засунуть. Достаточно злобная натура. Значит, я вам дам описание этого человека, ну, где-то в половинке может отыграться. Значит, это женщина больше 40, разведенная, есть дети, и она такая вот не худенькая, но такого упитанного, да, упитанного телосложения. Голос у нее какой-то еще, вот особенность в голосе у нее есть, то ли хриплый, то ли звонкий, да, вот что-то вот когда она говорит, вот всегда можно понять, что это она, то есть по голосу ее можно очень легко определить. Значит, эта женщина может вот для всех сделать какую-то неприятность. То ли может слухи распустить, то ли может начальнику на всех нажаловаться. То есть не только конкретно на вас, но и как будто бы на коллектив в целом. Такая, кстати, может у кого-то в редких случаях мужчина отыграться. Но мужчина вот с таким описанием, да, голос такого упитанного телосложения, и мужчина будет женат. Мужчина будет женат и прям такой подкаблучник. Значит, будьте аккуратны, при этом человеке не ведите никаких разговоров ни за что, ни за работу, ни за личное, потому что все там, знаете, вот записывает себе он. Все там слышит, что он там не услышал, то додумал. Но это самое худшее, потому что человек может устроить большую неприятность всем вместе взятым, да, вот кто работает в этом помещении, в этом коллективе. Еще момент касается зарплат либо выплат. Здесь какая-то может быть задержка, может быть в несколько дней, а может быть так, что и на следующей неделе только вы получите денежки. Так, и еще у вас могут быть проблемы с вашим расчетным листом, да, вот где вы получаете деньги, вам могут не доплатить. Здесь не в плюс, а в минус может пойти. Значит, если идет минус, нужно разбираться, нужно идти и разбираться. И если вам будут говорить, да ну фигня это все, ой, простите, в потоке могу что угодно сказать.
Если вам будут говорить, что нет, ошибок никаких нет, все правильно, не морочите нам голову, а вы настаиваете, чтобы вам прям тютелька в тютельку, циферка в циферку все показали, да, как считали, как начисляли эти все ваши выплаты, с чего такая сумма сложилась. Потому что здесь явно пахнет каким-то подвохом и какой-то ошибкой. То есть человек мог просто ошибиться. Да? Машинально, может быть, специально я не вижу, да, просто я вижу, что ошибка могла быть. Вот, поэтому нужно разбираться, и пусть вас там не, скажем так, не отфутболивают, постарайтесь добиться истины, это будет очень важно. Люди, которые занимаются делами и бизнесом, значит, у вас большая вероятность того, что могут возникнуть какие-то проблемы с банками, бумаги, банки, счета, платежки, не знаю, что там может быть там что-то поставщики напутают, то есть какой-то документ, в котором есть ошибка, то есть опять же таки человек допустил ошибку. Очень важно все документы проверять, перепроверять, чтобы потом не запустить эту ситуацию и не попасть в большие неприятности, потому что неприятности могут быть у вас, понимаете, вот я вас предупреждаю. Это не значит, что так произойдет, это идет вам предостережение, чтобы вы обращали внимание на все документы, с которыми вы работаете, абсолютно на все. Так, еще важный момент для тех, кто ищет работу. Вы ищете работу, но такое впечатление, что либо круг сузился, да, вашего поиска, особо нету новых каких-то предложений, вы сейчас думаете, какое там из меньшее зол, да, мне выбрать. Значит, выбирать ничего не надо. Вас работа найдет сама. Ваша работа у вас где-то за спиной находится. То есть уже за вами по пятам ходят. Вас найдут. Конечно же, будьте в поиске. Конечно же, себя обозначайте. Знаете, такой маячок, что вот она я ищу работу. То есть размещайте свои CV, резюме. Не знаю, как в вашей стране называется это. Значит, публикуйте, отправляйте свои, значит, данные, анкеты на работодателей обязательно, и вас найдут. Вижу, что вас найдут. То есть сейчас вы, как в отчаянии, да, человек в отчаянии, а без работы, как без работы, сложно без работы, особенно кто один, например, живет. Вы думаете, соглашусь уже на самое такое более-менее там оптимальное. Не надо так делать, потому что ваша работа у вас за спиной находится. Так, вот опять же семья у меня выходит, вот она, счастливая семейка. Здесь, значит, мама, папа и ребенок. Кстати, может быть и не только ребенок, здесь может быть тоже какое-то общее дело, которое мужчина и женщина делают вместе. Вы будете полностью поглощены вот этим делом, либо своим ребенком. То есть люди, например, если вы вдвоем работаете, вы будете работать на своих работах, возвращаться домой, и вам, скажем так, как-то будет не хватать времени на общение с друг другом. То есть может так случиться, да, что в какой-то момент вы почувствуете себя достаточно как нелюбимым человеком, неправильно, не нелюбимым, а что ваш партнер, допустим, да, потерял к вам интерес, либо ваш партнер почувствует то же самое. Значит, девочки, мальчики, дети — это хорошо, работа — это хорошо, увлечение — хорошо, но про друг друга забывать не стоит. По крайней мере, можно просто поговорить и сказать, так устаем, что сейчас не до романтики, но давай там себе запланируем какой-то день и там, может быть, попросим, чтобы кто-то из родителей за ребенком присмотрел, либо там, может быть, даже сиделку позовем, эту нянечку, да, ребенку, и немножечко вдвоем с тобой побудем. Либо спланируйте как-то, да, чтобы и вы, и ваш партнер понимали, что вы друг другу по-прежнему интересны, и никуда ваша романтика не ушла из отношений. Так, у кого пьющие люди в семье? Пьющие люди в семье. Тут, к сожалению, могут быть какие-то представление, назовем это так. Человек ваш может пойти и крепко выпить, пойти так, чтобы вернется он в достаточно плачевном состоянии, скорее даже вот приползет назад, если получится, а может быть даже кто-то принесет. Значит, может потерять что-то ценное и важное. Проследите, чтобы он особо ценных вещей с собой не носил. Потому что потери будут достаточно крупными. То есть человек, ладно, там напился, протрезвеет, это полбеды. А вот если он потеряет, там, например, дорогой телефон, либо, там, не дай бог, документы, вот это будет проблемой. Следите за своим человеком. Это может быть как и муж, так и отец, так и, например, сын, да, взрослый.
Здесь нужно бдить, прям бдить. Остановить человека вы не сможете, все равно пойдет, нагуляется, да, выпьет. А вот с вещами, да, вот сохранить вещи вы можете, поэтому следите, смотрите. Так, по здоровью хочу сказать, по здоровью. Не исключено, что будут головные боли у тех, кто метеозависим, у кого гипертония. Здесь какие-то мигрени идут, приступы даже, я бы так сказала. Поэтому, если вы за собой эту особенность знаете, ну, каждый сам за собой знает, какие есть по здоровью проблемки, тогда постарайтесь диету подобрать себе, да, если гипертония, поменьше соли, да, побольше там отдыха. Я вообще не сильна, конечно, в медицине советы не буду давать. Я просто хочу сказать, что да, каждый за себя знает, как с этим справляться. Здесь нужно будет на эту неделю именно быть готовым к тому, что могут быть такие моменты. Это будет не каждый день, но какие-то моменты могут быть. Также люди, у которых проблемы со суставами, тоже могут быть какие-то вот болевые ощущения, крутить может, ныть может, что угодно может быть, тоже запасайтесь средствами, которые будут помогать снимать вот это состояние. Это вот прям к вам так идет. Так, и еще момент, почему-то идет вот какая-то с соседями, что ли, разборка, не знаю, то есть либо соседи будут какие-то неприятности доставлять, там громкая музыка, громкие разговоры, крики, достаточно какая-то беспокойная ночка у вас может быть, значит, ну, я так вижу, что никто особо не будет там с ними разбираться, там ни правоохранительные органы, ни другие соседи. Стоит ли лезть на рожон? Нет, не стоит. То есть эти люди, они, ну, не какие-то неадекватные идут, да, поэтому лучше не надо. Не надо, пусть они там перебесятся, но потерпите вы уже там чуть-чуть, ситуация будет меняться. Но лезть туда самостоятельно, пытаться их призвать к ответу или успокоить лучше не стоит. Потому что там, ну, действительно какой-то трэш происходит, да, не лезьте. Так будет гораздо лучше для вас. Мои дорогие, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.